Салам достор. Бүгүн репортер кечинин сергек жашоо берүүсү старт алды. Биз менен бирге ден соолукка пайдалуу көнүгүүлөрдү чогуу жасайлы. Салам достор. Менин атым Мейрим. Мен фитнес тренер эмесмин, бирок сиздерге окшогон спорт сүйүүчүлөрдөнмүн. Ал эмесе күттүк. Бул учурда залга келип, эмне кыларыбызды билбейбиз. Биринчи күнү келип, эмнеден баштасак, кайсы жерден баштасак, эмне кылыш керек? Ошондуктан биз азыр биринчи күнү залга келгенде эмне кылыш керек биринчи алгачкы күнү менин тренерим Рустамдан сурап алсак. Көрдүңүзбү? Ал жакта турат Рустам өзү. Рустам! Привет! Как у вас Как дела? Классно, все здорово. Вот я хотела вас спросить, да? Вот человек новичок вообще, пришел только в первый день в зал, скажем, да? С чего он должен начать вообще? Человек, пришедший в зал в первый раз, он должен начать с разогрева. То есть ему надо побегать на дорожке, немножко вспотеть, разогреть свой организм и подготовить его к тренировкам. Ага, хорошо. Это вне зависимости от человека хочет набрать или там похудеть, это все начинается с разогрева, да, в любом Да, случае? в любом случае, независимо от задач, организм нужно подготовить к тренировке, к более силовой или жиросжигающей. Обязательно бегаем. Мне кажется, мне надо сжечь, да, в моем случае. Немножко, не помешает к весне. Спасибо за откровение. Приступим Да, давайте. на дорожку. Пожалуйста, на дорожку. Включаем. Здесь скорость какая должна быть? Скорость мы подбираем индивидуально. По времени минут 15-20 вполне достаточно для разогрева. Хорошо. Начинаем наш, так сказать, марафон 20-минутный с пробежки, с ходьбы. С ходьбы. Тройка пойдет, да, мне кажется? 3-3,5. Давайте, 3,5. 5 минут в таком режиме мы просто ходим, потом постепенно ускоряемся. То есть это, до бега. Это вообще... Чтобы сердечно-сосудистую систему подготовить к нагрузке. Чтобы не сразу побежали и все, а постепенно, как бы волной вверх и потом вниз. Все. Понятно тогда. Я, в принципе, мне кажется, я чуть-чуть физически уже готова. Могу, мне кажется, приступать уже к более большей скорости, нет? Ну ты можешь, да. Но человек, который впервые в зале, ему желательно начинать так. Начинать так же. Хорошо, тогда давайте. Так как ты давно ходишь, мы можем ускориться. Да, побегаем, да, тогда? Да, сразу побегать. Biz чуркап бүттүк жаңы. Эми Рустамга артабыз кийинки көнүгүүбүздөн. Да, кийинки көнүгүүбүз мындан да кыйын болсо, доктор билбейм. Ну что, Мека, побегала? Разогрелась? Да. Вижу капельки пота у тебя на лбу. Это первый признак, что ты классно прогрелась. Да? Всегда после пробежки мы делаем разминку. Укрепляем мышцы спины. Мышцы спины. Это у нас идет основа. Эти мышцы держат твое тело в прямом положении. Они всегда должны быть в тонусе, чтобы не было сутулости, остеохондроза, всяких протрузий и тому подобное. Это очень полезно, да. Очень полезно, очень лечебное упражнение. Приступим? Хорошо. Здесь на однерке, да, будет стоять? Да, на однерку. Ножки ставим, упираем валики, ручки на грудь. Ручки на грудь. Медленно на вдохе опускаемся. Следим, чтобы спина была идеально ровная. И поднимаемся до моей ладошки. Выдох. Все. Делаем 10 повторений. 10 повторений, 3 круга. 3 круга, окей. Поехали. Спинку держим ровно. Так как ты новичок, будем учить делать приседания. Азыр биз бул буттарга болгон мышцаларга көнүгүү жасайбыз. Поясницу прислоняем к мячу, облокачиваемся на мяч, ножки пошире, руки на грудь. На вдохе садимся,
до параллели с полом. Смотрим чуть-чуть вверх. И на выдохе встаем. Полностью коленки не выпрямляем. Бұл упражнение бұл жақтарға кетеді, бұл жақтарға кетеді? Это упражнение развивает полностью ноги и спереди, и сзади. Делает их просто сильными и красивыми. Ручки на грудь, спинка ровная, облокотись на мячик. И аккуратно садись, таз тяни назад. На выдохе вставай. 15 раз, поехали. Бұл күніне жазып жатқанда достар, топқа өзімізге амалсыз салабыз дағы, арқауызды түз қармап, 8, ылды өйде отыру көңілісі. 9, Отырғанда қолменен тең бірден болып 10. керекен, тұрғанда до конца бұтысы бұтпойыз. Ошантип мұнда 15 жолу, қанша подход жасайбыз? 3 подхода. 15 жолдан 3 жолу И самое главное дыхание. Садимся вдох, Дем алуындағы встаем, выдох. қарашымыз керек, отырғанда демді алабыз, тұрғанда демді шығарабыз. После того, как мы покачались, позанимались, надо сделать так называемую заминку. Это можно сделать в следующем зале. Пойдемте. Бұл жерде біз көңілдердің аяғында денебізді қайрадан қан жүгіріп айбай шаршап қалдық та, ошоны біраз тоқтатып, өзіміздің денебізді тұрып табалға алып келіш үшін ақырқы көңіліне жасайбыз. Рустам? Да, приступим. Тут у нас есть пилон, так называемая перекладина. Прошу тебя. Ставим ладошка на ладошку, ноги вместе и делаем наклон. Попу тянем назад. Тянем спину и тянем ножки. Считаем до 10. Поясничку прогибаем. Аккуратно встаем. И компенсация. Подходим, разворачиваемся. Ножки вместе. Крепко держимся. И таз тянем вперед. Тянем, тянем таз вперед. У меня руки вот так тянут. Сколько можно? Рустам, спасибо вам большое за тренировку сегодняшнюю. Пожалуйста. И под конец я хотела бы у вас спросить, сколько раз в неделю человек должен делать эти упражнения, чтобы добиться результата, да, какого-либо? Эти упражнения будут и повторяться в последующих тренировках, или это для начала вот такие легкие нам, легкие, да, задания? Хорошо, Мека, я понял ваш вопрос. Дело в том, что среднее оптимальное число упражнений – это 3 раза в неделю мы занимаемся. День занимаемся, день у нас идет отдых. Например, понедельник, среда, пятница занимаемся, вторник, четверг, суббота отдыхаем. В те дни, когда мы не занимаемся, мы просто отдыхаем. Помимо тренировок у нас же есть еще повседневная жизнь. Если мы будем тренироваться каждый день, то у нас просто не хватит сил на повседневную жизнь. Перегорим, да? Перегорите. И комплекс упражнений на самом деле очень большой спектр. То есть каждую тренировку можно делать что-то новенькое. Но так как вы новичок, вам надо освоить базовые принципы тренировок. Хорошо. Со временем вы научитесь более тренироваться интенсивно.